Моя работа мне нравится за то, что она предоставляет мне возможность изучать социальные и личностные проблемы через художественные образы. 3 претендента в 16 номинациях: лучшая актриса, актер, работник библиотеки, музея, лучшие вокальные исполнители, танцоры, режиссеры и другие деятели культуры и искусства. Все они борются за награду премии за достижения в культуре и архивном деле, которая собрала в этом зале самых преданных своему делу и профессии людей. Дугурхан Хаутиева уже 37 лет не работает, а, как говорят актеры, служит в театре. По сей день она продолжает участвовать в различных спектаклях, за что и побеждает в номинации «Лучшая актриса года». В номинации «Лучшая актриса года» лауреатами, кандидаты, скажу, такие были. Очень хорошие девочки, я знаю давно, актрисы. Риму Курскиеву, Зулю Кукурхоеву, Мадиночку, я ее обожаю, Костоеву. Поэтому, наверное, сыграла то, что я работаю давно в театре. И не потому, что, как говорит Александр Александрович Калягин, за стаж, а потому что, наверное, у меня 6 тысяч все-таки сыграно в спектакле. И роли такие видные, яркие, запоминающиеся. И самое главное, наверное, что мы работаем для детей. Затаив дыхание, каждый из номинантов надеется услышать собственное имя, но победитель может быть только один. Лучшим актером 2018 года становится Батыр Кациев, артист театра юного зрителя, на сцене уже 15 лет. Награду триумфаторы получают из рук выдающихся деятелей и чиновников республики. И тем дороже эти поздравления. Своей работой вы сохраняете величие родного языка и литературы, наших традиций, обычаев, сохраняющие развитие культурного и духовного потенциала нашего народа. Наша профессия, она не может находиться отдельно от народа, и народ только тогда получает, черпает какие-то очень положительные эмоции, когда артист выходит на сцену. Поэтому это всеобщий наш общий праздник. Национальные танцы, миниатюры и песни, яркие красочные выступления ингушских артистов разбавляют награждение лучших работников культуры. Этот праздник уникален и тем, что не только на сцене, но и в зале сидят настоящие таланты и профессионалы своего дела. Они не просто работники культуры, они ее неотъемлемая часть, ее создатели и ее хранители. И не только взрослые, но и самые юные. Камила Дзейтова еще не окончила начальную школу, но уже уверенно шагает по стопам своего известного отца, музыканта Тимура Дзейтова. Культура – одно из самых динамично развивающихся направлений в Ингушетии. Об этом говорит большое количество различных концертов и международных фестивалей, проведенных за последние годы. Один из самых крупных – кинофестиваль «Золотая башня». Кроме этого, ежегодно вся красота ингушской культуры демонстрируется в различных городах России и странах мира. Не остаются в стороне и музеи, которые регулярно пополняются новыми экспонатами. Ну а самыми основными достижениями в области культуры можно считать реставрирование и строительство множества сельских домов культуры. И это далеко не все. Конечно же, большую часть здесь занимали памятные мероприятия, посвященные 25-летию гибели, подвига и Сулымбека Сусрулиловича Асканова. И сегодняшний день – это своеобразный итог всем этим памятным мероприятиям и праздничным. Мы отмечаем тех, кто достиг высоких результатов, тех, кто продвигал культуру Ингушетии не только в республике, но и далеко за пределами нашей страны. Удачи и успехов в работе виновникам торжества пожелал и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Он отметил огромную роль культуры в жизни человека и общества в целом. Ведь именно культура формирует самосознание целых поколений. Ее развитие влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи. Роль культуры, она очевидна во всем, во всех отношениях. Нет такой сферы, где нет культуры. И в семейной жизни, и в спорте, и в религии, и в обычной общественно-политической жизни. Буквально недавно прошли выборы президента Российской Федерации. На выборную кампанию огромная роль отводилась в том числе и культуре поведения и кандидатов в президенты, и доверенных лиц. Поэтому нет такой сферы, где не присутствовала бы культура в самом виде. Ну, конечно, то, что мы сейчас отмечаем, это сфера, связанная
с культурой большой буквы. Это сфера, которая сохраняет наши глубокие корни, традиции, обычаи во всех отношениях, и в танцах, и в форме одежды, и в песнях, и в стихах. И как красиво это преподать. Поздравляет деятелей культуры и спикер парламента Зелимхан Евлоев. Председатель Народного собрания отметил, что государство всегда поддерживало и поддерживает развитие культуры в нашей стране. Об этом говорят большое количество программ, которые успешно реализуются в республике. Это и театры малых городов, и местный дом культуры. Спасибо вам за ваш героический труд. Вы и сложные времена не оставили свои профессии. Вы были верны выбранным профессиям. Отдельно вам спасибо и от депутатского корпуса. От чистого сердца еще раз поздравляю вас с вашим праздником. И эти аплодисменты вам, дорогие работники. Спасибо вам. Уже после подведения итогов ежегодной премии за особый вклад в культурную жизнь республики отличившиеся деятели получают цветы, почетные грамоты и благодарность уже лично от главы Ингушетии. Также подписан указ о награждении государственными наградами Республики Ингушетия. В этот вечер работники культуры услышат еще много приятных слов и пожеланий в свой адрес. Ну а потом настанет снова обычный трудовой день, который они проведут в заботах о своих зрителях, слушателях и читателях. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.